Ассаламу алейкум вежири. Бог Ирздолыш, Беркиди Хилпчин. Добрый день, дорогие братья. Я от своего имени, от имени всех наших братьев, находящихся в неволе в связи с мартовскими событиями в Ингушетии, весной 2019 года, с большим удовольствием приветствую очередной съезд ингушских типов и желаем его продуктивной и плодотворной работы. Сам факт того, что вы сегодня здесь, на этом форуме собрались, чтобы попытаться найти решение назревших вопросов нашего общества, символично. Это, вне всякого сомнения, говорит о том, что никакими репрессиями запугать наш народ, поставить его на колени, вогнать обратно в беспечную спячку имперским силам не удалось. Хвала Аллаху! Народ проснулся, оглянулся вокруг себя и ужаснулся. Ужаснулся тому, что с ним творят бездушные чиновники, насквозь коррумпированные правоохранители. Народ принял решение бороться за свои попранные права и свободы, против произвола и беззакония. Но многим силам, как в Ингушетии, так и в России, это не понравилось. Эти силы давно для себя решили, что Россия – это они, любимые. Россия для них, а нас они за людей не считают. Так, серая плесень. Наш народ одним из первых среди российских регионов дал знать: так не должно быть. У нас так не будет. Власти провозглашают, что мы живем в правовом государстве, что означает, что все должны жить строго в соответствии с законами. Подчеркиваю, все, а не только простые труженики. Жить в руководстве с Конституцией Российской Федерации, неукоснительно выполняя требования ее статей, строго в рамках российских законов. Конституция прекрасная, законы хорошие. Плохо только то, что власть имущие не считают нужным их придерживаться. Они обходят их, как флажки для волка. Они на них плюют. Получается, что закон написанный для простого народа. Так жить нельзя. Мы не имеем права соглашаться с этим. Мы решили с этим не мириться. Мы заставим эту не нами избранную власть считаться с нашими правами и свободами. Так непременно будет. Мы в это верим. На переломных этапах истории ингушский народ находил в себе силу и волю для самоорганизации, для сплочения, превращаясь в монолит и сметая все преграды. Вспомните, как вели себя наши деды в годы гражданской войны в России. Вспомните Красную Ингушетию, о которой с восхищением отозвались два непримиримых между собой врага – Антон Деникин и Серго Орджоникидзе. Ингуши по сути своей явились вершителями судьб Северного Кавказа, писал Деникин. Ингуши – это была нить, на которой держала советская власть на Северном Кавказе, писал Орджоникидзе. Вспомните, как совсем еще недавно наши отцы и старшие братья заняли активную жизненную позицию, добились закона о реабилитации репрессированных народов. Ни для кого не секрет, что в авангарде принятия данного закона стояли депутаты от Ингушетии, а поддерживал их ингушский десант в Москве, как выразился президент России Борис Ельцин. Они восстановили нашу упраздненную сталинскими опричниками республику. Честь им и хвала. Наша задача – завершить начатое ими, восстановить в полном объеме нашу республику, добиться неукоснительного выполнения в полном объеме российских законов, подчеркиваю, закона, а не прихоти ингушского народа, добиться возврата прямых выборов главы Республики Ингушетии, так как по всей России они выбираются. Только кавказские автономии лишены этого права. Имперский синдром. Добиться принятия местным парламентом закона о смешанных выборах, смешанной системе выбора депутатов. Он принят уже давно государственной России и функционирует во всех российских регионах, кроме Республики Кавказа.
Наше народное собрание не желает его продублировать. И это не случайно. Похоже, этого не хочет федеральная власть. Нам необходимо вернуть в лоно республики земли Горной Ингушетии, незаконно переданные совсем недавно предателям народа Чечне. Задач, как видите, много, но они решаемые. Мы ничего чужого не требуем. Мы ничего противозаконного не делаем. Мы требуем уважать наши права и свободы. В чем мы не правы? Пусть они нам это скажут. Завершая, хотел бы довести до вас, дорогие мои братья, что ваши соплеменники, что молодые, что пожилые, ведут себя достойно и твердо. Я имею в виду ваших соотечественников, сидящих в тюрьмах Северного Кавказа по делу о митинге. Ни один не сломался. Наш девиз – ни шагу назад. Далпарат бокл глай мок, глай датхуяхаш, мискишна хаддуш, мастагаш мок бокаш лилач. Юмсрах. Диал Вайцва. Наше дело право мы победим. Председатель Совета Тебе-Ингусского народа Малса Гужахов. 8 ноября 2019 года город Начи.